В садовых товариществах меряются клубнями. Некоторые уже начали выкапывать картофель. Какой он урожай 2021? Сыграло ли жаркое лето дачникам на руку? И как правильно второй хлеб собрать, чтобы хватило до следующего сезона? Анна Зубарева расскажет. Видишь, какие крупные. Конец августа, садоводы уже хвастаются урожаем. Вот, например, Ольга Яборова, дачница с 20-летним стажем, говорит, без дачи никак. Живут с семьей здесь все теплое время года и что только не выращивают. Капусту, морковь, свеклу, кабачки. И куда же без второго хлеба? Вот они, грядки картофеля. В этом году урожай на самом деле неплохой. Погода, конечно, у нас такая, всем кажется, может, любителям в городе очень жарко, но при этом для сортов, конечно, она немножко тяжеловата. Такая. Их то очень жарко, то дожди, но при этом урожай на самом деле неплохой. Есть капуста, есть морковка, картофель очень хороший, при том, что мы картофель в этом году сажали 10 июня. А уже срезали ботву. Значит, совсем скоро будут выкапывать. Эта процедура крайне необходима, чтобы образовалась толстая кожура. Без нее картофель долго не протянет. Вот, например, даже я вот сейчас сковырнул. Я такой картофель сейчас положу, просто в ящик положу. И буквально через несколько дней здесь образуется чернота. Эта чернота уже не уйдет. То есть и он сморщится, этот клубень. К слову, скошенная ботва – отличное удобрение для смородины, а главное – безопасное. Не переходят ни болезни, ни вредителя. А как понять, что картофель пора выкапывать? Первый показатель – отмирание этой самой ботвы. Если у вас ботва, естественно, отмерла, подождите буквально дней 10-15 и можно приступать к уборке. Но это если есть возможность отследить, когда она отмерла. А если у вас такой возможности нет, то необходимо, и ботва зеленая, ее необходимо скосить, и через 2 недели уже можно убирать. И еще один совет агронома – высадить на своем участке 10-12 сортов второго хлеба. Согласитесь, очень обидно посадить ведер 10, а выкопать в 2-3 раза меньше. А потому сорта надо испытывать. За каждым понаблюдать, узнать характеристики, посмотреть на урожайность. От некоторых отказаться после первого же сезона. И у меня остается из 12 сортов порядка 5 сортов. Дальше я их оставлю 3-4. Этого достаточно. Они каждый год будут давать хороший урожай. Но испытать количество сортов и сорта, которые вам необходимы, нравятся, их необходимо. Этим летом погода была далека от идеальной, признаются дачники. По крайней мере, их грядкам засуха точно на руку не сыграла. Приходилось обильно поливать. Но, несмотря на трудности, даже на нашей северной земле плодоносит то, что, казалось бы, даже приживаться не должно. Такой небольшой у нас участочек, на котором, в принципе, у нас есть все, можно сказать. Яблоки, сливы, помидоры. Вот здесь слива цвела очень шикарно, яблони цвели. Но они у нас еще очень молоденькие, при этом ждем на будущий год как урожая. Наросла в 2021-м не только картошка. И кабачки, и помидоры прямо как в соседской теплице. Говорят, есть только один секрет такого богатого урожая. Если хорошо потрудиться, и у нас на севере неплохо урожай можно снимать. Анна Зубарева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.